Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь Санкт-Петербург и передача «Питер Лайф». Республика Саха-Якутия – один из крупнейших регионов России. Северный край, населенный чудесными людьми. Земля, богатая недрами. Культура, пропитанная любовью к родине. Как много написано о нашей республике и как много можно о ней узнать из книг. Многотысячными тиражами в свет выходят книги и публикации о нашей республике. В них подробно описаны красоты нашей Родины, история становления Якутии, описаны народы, проживающие в республике, их традиции и ценности. Якутия является уникальной территорией по разнообразию, количеству и качеству полезных ископаемых. Но наша республика богата не только алмазами, ураном, нефтью и газом. Она богата также и людьми. Из поколения в поколение передаются традиции. Мы сохраняем родную культуру и бережно относимся к истории. А теперь нам стало интересно, что же знают и что же думают о нашей республике, которая, кстати, вмещает в себя целых 5 Франций, 10 Италий и более 2000 Санкт-Петербургов, жителей и гости культурной столицы. И именно поэтому мы оказались с вами в самом оживленном месте на Дворцовой площади. А Якутия сейчас ничего не знаю. Якутия, алмазы, по-моему. Оказалось, что петербуржцы не знакомы с таким регионом, как Якутия. На Дворцовой площади мы также встретили своих соседей – сибиряков. Мы из Новосибирска. Да, мы, в принципе, тоже сибиряки. Алмазы, что там еще, олени. Мы летели сюда, буквально сюда прилетели авиакомпанией «Якутия». И там мы читали о замечательных рейсах якутских авиалиний. Ну, сама северная часть России, да? Почти. Почти угадала. Ну ладно. А вы откуда? Мы из Сибири. Так что привет, Якутии. Холод, олени и алмазы оказались самыми популярными ответами. Мы из Финляндии. У нас тоже холодно. Что я знаю о Якутии? Олени, шаманы. Ну давайте, приглашайте нас, мы съездим. Очень большой регион, довольно-таки прохладный. Но даже не знаю, что еще сразу вспомнить. Да, наверное, вот и все. А мы с Калининграда. У вас добывают янтарь, а у нас? Угу. А у вас олени рога. А лучшие друзья девушек это? Бриллианты. Из чего они делаются? Из бриллиантов. Из алмазов. Алмазы добываются в Якутии. Чуть больше о Якутии знают представители Бурятии. Родственники почти что. Почти Извините, честное слово. Живут друзья, врачи. Они работают в Якутске. Врачи оба, Ирина и Женя Иннокентьевы. Привет вам. Из Бурятии, но в данный момент из северной столицы Санкт-Петербурга. И все же нашлись на Дворцовой площади люди, которые знают о Якутии и даже знают о празднике – Дне образования республики. Якутия – это республика Саха. Там очень замечательные люди. Ну, дороги плохие. Вы так много знаете, как будто сами там были. Нет, я просто смотрю новости. У меня родители занимаются туризмом, и они ходили в Якутскую область. То есть, ходили в лыжные походы туда. К сожалению, сама я там не была, но с удовольствием бы съездила, потому что наслышана о красоте природы, вообще, интересная культура, в принципе. Это такой, наверное, большой регион, где очень холодно. Вот, где живут люди, якуты. Сам я из города Саратов, в Поволжье есть такой город. Вот. В Петербурге живу, работаю. Всех якутян, жителей республики, поздравляю с этим праздником. Желаю процветания вашим регионам, вашим семьям. Будьте здоровы. В городе на Неве проживает более 1000 наших земляков. В честь 27 апреля мы решили провести небольшой опрос среди якутян, проживающих в культурной столице. Викторина состоит из нескольких вопросов, которые так или иначе связаны с историей и культурой нашей Родины. Ответы на эти вопросы должен знать каждый якутянин.
Глубину своих знаний нам продемонстрировали 8 человек, студенты и сотрудники постоянного представительства Якутии. Итак, начинаем. Второе название Якутии. Республика Саха. Республика Саха. Саха-Сирия. Республика Саха-Якутия. Саха. Саха-Сирия, Республика Саха-Якутия. Республика Саха. Республика Саха-Якутия. Самоназвание якутов. Саха. Саха. Сахалар. Саха. Саха. Саха, Уранка, Саха. Общая площадь Якутии. Примерно, кажется, свыше 3 миллионов. Около 3 миллионов. Ну, около 3 миллионов. Более 3 миллионов квадратных километров. Сколько процентов территории России занимает Якутия? Так, ну, какую-то большую часть. Примерно 1/6. Ну, я знаю, что занимает 20% от всей территории России. Сколько часовых поясов охватывает Якутия? это я точно знаю, это 3 часовых пояса. 3 часовых пояса. 3. 3. 3. 3 часовых пояса. 3. Как называется якутский Новый год? Эсэх. СССР? Гэх. Эсэх. Усех – летний праздник, восхваляющий бога Фаи. Но это не связано с Новым годом. Какова самая низкая температура, зафиксированная в Аймаконе? В Аймаконе минус 70 или минус 61? Минус 67, 61, 5. 71. 70. Минус 72. 71,2. Сколько лет Ильдархану Егору Борисову? Он выглядит на 70. Наверное, 60. Ну, чуть больше 60. Больше 60, наверное. Имя победительницы последнего конкурса «Мисс Виртуальная Якутия». Анжелика Протодиаконова. Витамир. Дальше. Маша Заровняева. Мария Заровняева. Казак – основатель Ленского острога. Петр Бекетов. Петр Бекетов. 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 Первый президент Якутии. Николаев Михаил Ефимович. Николаев Михаил Ефимович. Николаев. Михаил Ефимович Николаев. Последовательность глав и президентов Якутии. Николаев, Штыров, Борисов. Николаев, Штыров и Борисов. Михаил Николаев, Вячеслав Штыров, Егор Борисов. Самый большой улус Якутии по площади. Я не знаю. Булунский. Аймаконский. Я не знаю. Оленёкский улус. Традиционная религия якутов. Язычество. Тенгри. Язычество. Язычество. Учение Аи. Что такое Аи? Не знаю. Божество. Аи – это божество. Языческие боги верхнего мира. Что такое они? Дальше. Местоимение. Грех. Грех. Сколько дифтонгов в якутском языке? Сложный вопрос. Наверное, 4. Ой, нет, лучше не буду. 4. 4. 4. 4. Можешь их перечислить? Е-Е-Е-О. С викториной участники справились на ура, поэтому мы решили проверить их и на знание якутского языка, в частности, на перевод слов. Главное условие – успеть в течение 1 минуты верно перевести с якутского на русский как можно больше слов. Дождь. Грязь, лужа. Я не знаю. Ножницы? Без понятий. Я не знаю, что это. Не знаю. Рука? Без понятий. Следующее слово. Мокрый. Не знаю. Сани, может, какие-то. Не знаю. Тоже не знаю. Это не плесень, вроде как. Без понятий. Я забыла это слово. Не знаю.
Грязь, гвоздь, полярное сияние, какое-то прилагательное. Не знаю. Не знаю. Тянуть, пилить. Не знаю. Предлагать. Месяц. Давить. Не знаю. Махалка. Керчах делать? Фурункул? Чесаться? Не знаю. Грязь. Гвоздь. Не знаю. Сырость. Я слышала, ну, не знаю. Левый. Не знаю. Летать. Ножницы. Не знаю. Не знаю. О, это металл какой-то. Дальше. Гвоздь. Северное сияние. Лево. Бабочка. Ножницы. Не знаю. Дальше. Гром. Нет, это молния. Дальше. Пила. Дальше. Дальше. Мокрый. Ну, это напиток. Дальше. Дождь. Дальше. Утюг. Плетка. Отгонялка от мух. Деревянная плоская посуда. Ячмень. Медь. Не знаю. Грязь. Гвоздь. Сторона. Право. Северное сияние. Щедрый. Чулан. Машкара. Сияние заходящего солнца. Поляна. Невестка. Светящийся. Таракан, букаш, бархай. Мокрый. Панкихой. Окно. Лошадиный хвост, сделанный в махалку такую. Кутаях, мышь, хвостик, грязь, сырость, северное сияние, слева, не знаю, птица какая-то. Бабушка, это что? На себя так секретарельский. Это комаринка, комар. Садбах. Настало время подвести итоги. По результатам 2 этапов нашего мини-конкурса победителем стал сотрудник поспредства Евгений Петров. Наши искренние поздравления. Мы уверены, что вы, дорогие телезрители, также правильно ответили на все вопросы и верно перевели все слова. Мы не раздаем за это золотых медалей и не вручаем грамот, ведь знать историю своего народа, чувствовать и беречь хрупкую связь времен должен каждый.